Ассаляму алейкум, в эфире программа Джанлы Студио. Сегодня у нас в гостях украинский этно-фьюжн коллектив Гурт Йогурт. Ассаляму алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Как настроение? Ой, прекрасно. Отлично. Очень рада вас видеть еще раз у нас в гостях. Это взаимно. Очень классная музыка. Сегодня у вас особая программа, но я бы сначала хотела поговорить о вашем музыкальном наполнении и о ваших музыкальных стилях, в которых вы работаете. Изначально вы образовались в 2000 году, если не ошибаюсь, да? И вы играли кельтскую музыку, потом играли балканскую, да, баварскую и даже мексиканскую. Расскажите. Дима подхватывает. Образовались-то в 2000 году. Хорошо, я начну. Образовались мы в 2000-м в начале без Димы. Дима присоединился к нам чуть позже. Вот, действительно, начинали мы с кельтской, ирландской музыки, шотландской, потом реализовывали авторские проекты участников, вот, записывали песни Евдокии Маришитько, Маши Хмелевой, вот, и периодически погружались в другие этносреды типа балканской, карпатской музыки. Даже бывали действительно, что мы делали программу мексиканской музыки, на Октоберфесты уже с Димой. Да, потом пришел я. Да, потом пришел Дима, вот, и также мы с ним играли сет баварской музыки на Октоберфест, потом мы делали, тоже получили такое приглашение почетное, значит, на юбилей одного известного человека, не буду называть, мы подготовили сет мексиканской музыки. Для нас это было действительно открытие, тоже такая новая сфера. Вот, так что, если будет оказия, мы можем и с этой программой тоже у вас поучаствовать в передаче. Вы всегда готовы, я знаю вас. Столько в багаже вашем.
Насколько сложно проходит для вас освоение новых горизонтов? Вообще не сложно. Вообще не сложно. Не сложно, да. Это как напоминает, допустим, как выйти на прогулку, допустим, по новому маршруту. Вот там лес, поле, озеро, допустим, ты ходишь одним маршрутом каждый день, потом раз, в какой-то момент решаешь пойти по другому маршруту и наблюдаешь новые красоты, новые интересные пейзажи. Вот, то есть это, по сути, Девятиэтажки. На уровне подсознания вы изучаете ту или иную народную музыку, да? на уровень подсознания, чтобы оно прошло, это, конечно, должно пройти время, и такое уже более углубленное изучение. Ну и, конечно, не все направления в равной мере, ну, как бы мы проникли. Вот, то есть, допустим, то, чем мы занимаемся уже практически 20 лет, вот ирландское, шотландское, ну вот кельтское направление, оно уже в подкорке, но это не сразу появилось. То есть вначале тоже первые несколько лет даже приходили специалисты, ну такие, как бы знающие люди, и говорили: нет, это не то, чувствуется консерватория, чувствуется, не, это не фольк, это не Ирландия, ничего. А потом по прошествии уже многих лет снова мы с ними встречались на мероприятии, и я потом подошел, говорю, и этот человек говорил: тебе надо перевернуть скрипку. Я спрашивал, что делать? Он говорит: тебе надо перевернуть скрипку. Такое прямо наставление дзенского мастера. Да, да. Типа там Тебе хлопнуть надо одной перевернуть ладонью, тебе надо перевернуть скрипку. Я долго думал, а потом через много лет уже практики, тоже на каком-то концерте мы пересеклись, он слушал, я к нему потом подхожу, так типа: учитель, говорит: все, нормально, скрипку перевернул, все в порядке. Следы консерватории исчезли. А с чем это связано? С временем? Ну, конечно, это же вживание, все, то есть и аппарат перестраивается, усваиваешь как бы вот эти вот мелкие такие специфические моменты, которые не сразу заметны. Вот. Проникаешь в это все. Ну и плюс ко всему, чем больше стилей ты изучаешь, тем потом интереснее их миксовать между собой.
вы играли здорово крымско-татарскую музыку. Расскажите, как вы с ней познакомились впервые? Дима, какие? Ну, сложно сказать. Наверное, пару дней назад, ну, вот так вот, более или менее плотно. Я слушал. Не, ну слушали мы давно. Да. Но играть вот до сих пор мне не доводилось, например. Ну, мы же играли с Сеней, ты играл с Усиином Бекировым. Ну, Совпадали вы? Не, ну естественно. Ну, естественно, да. Мы совместно музицировали с музыкантами. Ну да, Инвер Измайлов мы же слушали с детства. Но с Сеней получалось так, что все-таки он более тяготеет к фьюжену. Вот, и мы как-то больше вот по этой теме пересекались. А вот с Энвером музицировать было очень интересно. Ну, правда, это было достаточно давно, где-то лет 15. Вы можете передать ему сейчас привет. Передаем привет? Да. Спасибо. Спасибо огромное за ваше творчество и за вашу уникальную технику. За вдохновение, Да. которое вы всем нам дарите. Минутка Да, лирическое спасибо отступление. Да. Вот, но я так понял, Дима, вот сейчас ты, да, как бы у тебя впервые возможность поиграть такое более этническое, как бы фольковое такое вот версию. Ну, я когда думал, какие басовые линии придумать на вот эти вот песни, как-то, я не знаю, интуитивно мне вспомнилась и турецкая музыка, и армянская музыка. Просто у меня был определенный опыт играть и то, и другое, и у меня это получалось с трудом, поскольку я все-таки не принадлежу к этим народам, и ну, это надо очень плотно сотрудничать с музыкантами из этих стран для того, чтобы научиться действительно это чувствовать. Ну да, конечно, чтобы... Поэтому я углубиться- больше миксовался. Да. Чтобы вот постичь именно специфику, это, конечно, надо общаться и музицировать вместе вот с носителями непосредственно этой традиции. Вот у нас такой был период на заре, когда вот мы собрались гурт-йогурт, и даже до того, то есть у нас был где-то период год или полтора, когда мы еще не собрав свой состав, но мы уже участвовали в таких тусовочках прикольных. Тут в Киеве собирались банкиры, работники там посольств. Они на выходные собирались и играли вот на своих инструментах диковинных, пели там песни свои, и вот мы в это все окунались. Вот. А с крымско-татарской музыкой вот мы, то есть получается я, Маша, Данил и Серега, перкуссионист, мы год назад, ну чуть больше, познакомились так более углубленно, когда нас попросили поиграть на премьерном показе фильма, документальный фильм полнометражный «Джамала Юэй». Вот. Мы думали, что же там поиграть, и сделали инструментальные версии песен Джамалы. Вот, предполагалось, ну, она тоже приняла участие в этом таком как бы уже импровизированном сейшне в конце, то есть она вышла и спела с нами, Усиин Бекиров тоже был вместе с ним, вот, а перед этим мы играли инструментальные как бы версии ее песен и сделали несколько вот таких сетов крымско-татарских мелодий Хайтармы. Вот, и получается, что уже год с небольшим, вот мы уже с этой темой знакомы так уже более плотненько. İstanbul'dan nar gelir, İstanbul
Elma verdim geline, elma verdim geline. Alamadım eline, gel gel aman. Ağızda kurban olaydı senin ince belini. Ağlama sarı güzel sar beni. Ağızda kurban olaydım senin tatlı diline. Ağlama sarı güzel sar beni. Ağızda kurban olaydı senin ince beline. Ağlama sarı güzel sar beni. Ağızda kurban olaydım senin tatlı diline. Ağlama sarı güzel sar beni. Ağlama sarı güzel sar beni. Ağlama sarı güzel sar beni. Не так давно вы с Марией работали над фильмом «Небо». Расскажите, поделитесь впечатлениями. Да, был такой опыт интересный. Ну вот представьте, мы буквально только отыграли премьеру фильма «Джамалы», и как раз в этот момент к нам обращается творческая группа, работающая над фильмом «Небо», Про что этот с фильм? просьбой написать музыку. И оказывается, фильм о судьбе семьи крымских татар, вынужденно переселившихся. Ну, там, то есть как бы они уехали из Крыма, съемки, то есть это вроде как Киев, вот, и всякие такие сложные моменты адаптации на новом месте, допустим, там тоска по родным местам, то есть по природе, по атмосфере Крыма, и ну как бы тоже трение, и вначале, допустим, какие-то сложные отношения с соседями, которые постепенно выравниваются. То есть фильм достаточно интересный, он готовится к премьере сейчас. Вот, то есть творческая группа, вот, Артем Колюбаев, Алексей Пантелеев, режиссер. Вот. И там как раз тоже нам пригодилось очень знакомство с крымско-татарской музыкой, которое мы открыли вот на премьере фильма «Джамалы». То есть там был тематизм соответствующий. Вот это нам дало как бы материал. Вы когда писали музыку к этому фильму, вы интересовались событиями вообще, что произошло, и как вы прочувствовали эту всю атмосферу? Да, конечно. Ну, то есть ситуация и ну, как бы чувства героев переданы очень так ярко в этом фильме. Там ну, как бы судьба нескольких поколений. То есть там дедушка и бабушка, которые ну, как бы помнят и носители традиции являются. Вот, ну, как бы среднее поколение. И девочка маленькая тоже. И вот там очень таких много таких животрепещущих тем, допустим, как бабушка рассказывает легенду, допустим, учит ее ткать ковер, ну, то есть передает навыки ремесел. Вот, то есть так вот. Фильм настоящий про настоящих людей. Да.
Продолжение истории об этнофьюжн коллективе Гурт Йогурт вы услышите на следующей неделе. А с вами была программа Jungle Studio. Оставайтесь на телеканале АТР, подписывайтесь на сайт телеканала АТР. До новых встреч!